Привет, родная республика! Спешим к тебе на волнах эфира под парусом хорошего настроения. Студия 11. Расскажем о полезном, покажем интересное. Вот что увидим совсем скоро. Первые арктические. В Республике Коми прошли дельфийские игры нового формата. Покупаем, продаем. Тонкости сделок с недвижимостью. Настоящий фолиант. Книжное сокровище обнаружила Алена Туркина. В республике завершились первые молодежные арктические дельфийские игры. На всех площадках этого грандиозного события работала съемочная группа «Студии 11», которая готовит к эфиру специальный репортаж. Ну а сейчас давайте вновь окунемся в атмосферу творческого состязания. На сцене Байхао из Китая, единственный конкурсант первых молодежных арктических дельфийских игр из-за рубежа. Сегодня он первый в номинации «Скрипка». Виртуозно исполняет сначала одно из произведений Моцарта, а затем переходит к фрагменту из рапсодии «Цыганка» Мариса Равеля. Зал тут же рассыпается в овациях. А это победительница в номинации «Эстрадное пение». Эмилия Туахина занимается вокалом с 5 лет. Когда была маленькой, копировала любимых исполнителей. Теперь же нашла свой собственный стиль. На играх она представляет Новосибирскую область. Признается, холодом ее не удивить, но зима в Коми и правда особенная. Белые красивые деревья, на которых висит иней, и кажется, будто бы уже все к Новому году готово, ничего не надо делать. Как Дед Мороз ходит, ночью с посохом постоянно колдует такую красоту. Среди победителей первых молодежных арктических дельфийских игр и коллектив от Коми. Ребята из ансамбля «Елочка» из Ухты показывают, какие они настоящие северные забавы. А уже после выступления делятся своим секретом. Каждый раз перед выходом на сцену обязательный ритуал. Он помогает настроиться на правильный лад и притягивает удачу. Наша елка шутит всех, гордо всех большой успех. К слову, большой успех и в целом у Коми. По итогам игр наша республика первая в общем зачете наград. На счету участников 21 медаль и 15 дипломов. Впрочем, сегодня здесь, кажется, вообще нет проигравших. Более 600 участников из разных уголков нашей страны, и все на одной волне. За время конкурсных дней успели не только показать себя, но и подружиться. Каждый талантлив, каждый силен по-своему. Просто у кого-то опыта на сцене меньше, у кого-то больше, но это не значит, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Я со всеми ребятами пытаюсь дружиться, я за то, чтобы в будущем, так скажем, и общаться с остальными ребятами. То есть для меня важно просто теплые отношения на конкурсах. Фортепиано, скрипка, эстрадное и народное пение, народный танец, фотография, изобразительное и кулинарное искусство, а также народные инструменты и художественные ремесла. Состязания проходили сразу по 10 номинациям. На каждой площадке участников сопровождали опытные наставники. Каждый конкурс – это ступенька к новому совершенствованию. Поэтому есть конкурсы, которые начальная ступенька, дельфийские игры – это уже повысшая ступенька, посерьезней, и на которую может стать каждый замечательно играющий музыкант. И это большое счастье попасть на такой замечательный конкурс. Если для участников игры прекрасный способ заявить о себе на федеральном уровне, то для Коми это возможность познакомить страну со своими традициями и обычаями. Мастер-классы, экскурсии, специальные театральные постановки, дегустация местных блюд и даже выход на лед. К себе домой участники точно увезут с собой частичку северного гостеприимства и душевного тепла. Это точно совершенно останется очень добрым и ярким следом в нашей республике, в наших сердцах. Во время состязаний все вы продемонстрировали не только высокие компетенции, но и любовь к искусству. Вот это очень важно, и любовь к тому делу, которым вы занимаетесь. Поздравляю, конечно же, победителей. Ваше трудолюбие, стремление к совершенству, вера в свои силы, вера в своих наставников принесли вот такие наивысшие оценки.
В линейке Дельфийских игр несколько проектов. Молодежные арктические проводились впервые. И уже сегодня известно, формат сделают традиционным. Успешный опыт Коми как первооткрывателя будут использовать при организации следующих игр. Отношения между мужчиной и женщиной – это целый мир эмоций и переживаний. Это возможность дарить друг другу минуты радости и хорошего настроения, приходить на помощь, когда это необходимо. Но, к сожалению, некоторые пары разговаривают, что называется, на разных языках. Как же найти точки соприкосновения, чтобы не потерять родного человека в буре страстей, расскажет наш специалист. Частая проблема большинства пар, что они разговаривают друг с другом на разных языках. И при этом каждому из партнеров кажется, что другой не выражает любви к нему, мало любит, не уделяет внимания и так далее. Но на самом деле они действительно разговаривают просто на разных языках. Существует всего 5 языков любви. Первый язык любви – это время, когда я хочу просто находиться рядом с тобой. Я хочу гулять, смотреть с тобой фильмы. Неважно, чем мы будем заниматься, но главное, что мы с тобой будем рядом. Второй язык любви – это прикосновение. Мне важно, когда ты меня обнимаешь, целуешь, трогаешь, просто сидишь со мной рядышком, и мне с тобой комфортно и тепло. Третий язык любви – это подарки. Мне важно, когда ты даришь мне цветы, когда ты даришь мне шоколадку, пусть это мелочь, но ты просто таким образом уделяешь мне внимание, и я это очень ценю. Четвертый язык любви – это комплименты. Мне нравится, когда ты говоришь, что я красивая, что у меня новая прическа, или что у меня блестят глаза, или мужчине нравится слышать, что он сегодня просто хорошо выглядит. Неважно, что вы говорите, просто говорите друг другу приятные слова. И пятый язык любви – это помощь и поддержка. Неважно, как ты будешь ее выражать, ты поможешь мне просто помыть посуду, ты поможешь донести мне тяжелую сумку, ты просто спросишь, что мне необходимо. Но это для меня важно, и я это очень ценю. И вот часто в паре бывает так, что мужчина, например, считает, что женщине важны подарки, это его язык любви, он дарит ей цветы, кольца, дорогие какие-то, возможно, подарки, а ей на самом деле просто важно, чтобы он говорил ей комплименты, или чтобы он просто погулял с ней в парке. И они, разговаривая на разных языках, просто не понимают друг друга. Поэтому стоит просто сесть и обсудить, что нужно мне, чтобы чувствовать себя любимой, что нужно тебе, чтобы в ответ чувствовать себя нужным и любимым. И тогда будет легко выражать эти знаки внимания для того, чтобы любимый человек рядом чувствовал себя значимым. Каких только примет не существует, связанных с новосельем. Пожалуй, одна из самых популярных – первой в новый дом запустить кошку. Кстати, сегодня в нашей стране даже предусмотрен сервис аренды кота на новоселье. Но главное, чтобы было куда впускать. Первым делом нужно приобрести свои долгожданные квадратные метры. Какие подводные камни могут попадаться на этом пути? Об этом и не только мы поговорили с Еленой Величко, руководителем управления Росреестра по Республике Коми. Покупка квартиры – дело хлопотное, но достаточно приятное. С чего все-таки стоит начать этот процесс? Конечно, прежде чем покупать квартиру, я рекомендую убедиться, кто действительно является собственником квартиры. То есть, действительно ли то лицо, которое вам ее продает, является ее законным собственником. Для этого вы можете попросить документы у правообладателя квартиры, он вам покажет свой документ, на основании чего ранее ее приобрел. Но также вы можете запросить и выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Это, конечно, у нас услуга платная, но для физических лиц она стоит 460 рублей. И в этой выписке вы увидите все сведения об интересующей вас квартире, кто является ее собственником, фамилию, имя, отчество, какие у квартиры характеристики. А кроме этого, вы еще в отдельных графах посмотрите, нету ли на нее каких-то ограничений, например, ипотеки либо аренды, а также посмотрите, не является ли она предметом запрета или ареста, потому что случаи бывают разные. Договор купли-продажи – это обязательно такой момент. На что особенно стоит обратить внимание? Да, договор купли-продажи квартиры будет являться основанием для проведения сделки по приобретению квартиры. И закон у нас выделяет 3 существенных условия договора купли-продажи. Это предмет договора, то есть это подробное описание квартиры, которую вы покупаете. Площадь, этаж, можете расписать количество комнат по вашему желанию. Второе существенное условие договора – это цена сделки. И это как раз та сумма,
которую вы определяете с продавцом квартиры. Не обязательно, что она должна равняться кадастровой либо рыночной стоимости другого объекта. Это цена, которую определяете вы, но с условием рынка. Но и третье существенное условие, если у вас на квартиру, на покупаемую вами квартиру претендуют какие-то третьи лица, например, несовершеннолетние дети, которые остались без попечения родительского, то информация об этом должна найти свое отражение в договоре. Нотариус, иногда он участвует в процессе вот этой вот сделки, да, приобретения или продажи недвижимости. Всегда ли он обязателен? Да, это очень хороший вопрос, потому что законодательство в этом направлении в последнее время достаточно часто менялось. И здесь я хочу сказать, что основная форма договора купли-продажи общепринятая – это простая письменная форма. Но законом четко определены случаи, когда требуется обязательное удостоверение сделки у нотариуса. Это случаи такие, когда продается квартира, принадлежащая несовершеннолетнему, недееспособному, либо находящемуся под опекой гражданину. Это случаи, когда вместе с квартирой супруги заключают брачный договор, то есть возможно смешение двух сделок в одном документе, и поскольку брачный договор подлежит нотариальному удостоверению, то, соответственно, и договор купли-продажи будет нотариально удостоверяться. Ну и третий случай – это когда продаются доли квартиры. Итак, с этим разобрались, и давайте представим, вот он у нас на руках, этот сладкий договор купли-продажи. Что с ним делать дальше? Мы же не можем его у себя оставить, нужно куда-то его отдать. Конечно, чтобы вы стали полноправным собственником квартиры, ваше право должно быть зарегистрировано. И для этого вы договор купли-продажи и все необходимые документы вместе с продавцом должны представить для регистрации. Представить его можно либо в офисах многофункциональных центров, которые у нас находятся на территории всей республики, и достаточно их сеть распространена и по Сыктывкару, и по другим населенным пунктам. Кроме этого, есть такая услуга, как выездной прием. То есть вы можете заказать выезд на дом, либо в удобное вам место, чтобы выехал специалист МФЦ, либо кадастровой палаты, которая у нас работает также на территории региона. Ну и сегодня можно подать документы также в электронном виде через личный кабинет официального сайта Росреестра. Но здесь вам могут оказать помощь банки, которые реализуют эту услугу на своих площадках, либо вы самостоятельно, если вы владеете такими навыками и способностями, можете составить электронные документы, получить электронную подпись и направить документы самостоятельно. Вот что значит 21 век, но я думаю, вне зависимости от способа регистрации всегда остается единым вот некоторые вещи. Это госпошлина и сроки регистрации. Давайте немножечко подробно про них. Какие они и как долго оформляется квартира? Государственная регистрация прав, она предполагает уплату государственной пошлины для физических лиц, то есть в случае, если у нас покупатель физическое лицо, это 2000 рублей. Если покупает несколько физических лиц, например, семья, да, и они на каждого покупают по какой-то определенной доле, то эта сумма делится на количество покупателей. То есть в семье из 4 человек 2000 рублей будут делиться на 4, и каждый от своего имени, получается, уплачивает вот эту часть государственной пошлины. Сроки государственной регистрации сейчас достаточно сокращены. И если взять минимальные сроки, это будет у нас 1 рабочий день, максимальные сроки 5 рабочих дней. И в случае, если вы, опять же, приоритеты электронной регистрации сдаете в электронном виде, вы получите документы обратно, но также в электронном виде в течение 1 рабочего дня. Что ж, спасибо вам большое за информацию. Я думаю, теперь-то уж покупать квартиры будет проще тем, кто сейчас этим занимается. Благодарю. Думаю, еще не раз встретимся в стенах нашей студии. Надеюсь на встречу и вам всего хорошего. До свидания. Есть такие книги, которые просто взять в библиотеке не получится. «Духовный цветник» – одна из таких. Она была создана и бытовала в страннической среде на Ударе. У кого же хранится раритет и как с ним можно познакомиться, узнала моя коллега Алена Туркина. В Национальной библиотеке Коми развернулся красочный мир книжной духовной миниатюры. Всего 25 иллюстраций, каждая сопровождается выдержками из нравоучительных текстов авторитетных религиозных книг. Изображения и буквы сосуществуют в одном переплете, объединяет их по-настоящему старинная рукописная книга «Духовный цветник». На территориях Ударского, Усть-Цилимского, Печорского, Вуктыльского, Троицко-Печорского районов исторически были распространены книги старообрядческой традиции, которые бережно хранились в семейных библиотеках и закрытых общинах. «Духовный цветник», как раз одна из таких книг, находится в личном собрании Павла Лимерова. Мне она досталась по наследству. Моя мама была наставницей
старообрядческая на протяжении 1985 по 2006 как минимум. Ей и передали какие-то предыдущие наставники книги, и еще переносили женщины. Так собралась какая-то библиотека некоторая у нас в семье. И вот среди них вот была эта книга «Духовный цветник». Так сборник назвали специалисты по редкой книге. На деле «Духовный цветник» – это жанр, который включает в себя высказывания святых людей о вере и жизни. У нашего экспоната не было не только названия. У книги также отсутствуют присущие тому времени кожаный переплет и деревянная обложка. То, что экземпляр, как говорится, не в каноне, оправдывает факт, что составлялся он не специально обученным мастером, а руками скрытницы Ольги Коровиной в начале 20 века. Каждому тексту, который составляла Ольга Петровна Коровина, она делала иллюстрации, рисунок. Причем рисунки оригинальные, они, как бы вот эти вот рукописные книги староверы переписывали, да, вот. Ну, есть канон какой-то, из которого они не выходят. То есть они должны изображать так, как изображено на древних книгах. Но вот специалисты говорят, что оригиналов вот этих рисунков нету. То есть она просто на основе каких-то вот этих канонических изображений создавала какие-то свои образы. И эти свои образы она включала в эту книгу. Тексты в «Духовном цветнике» написаны на староцерковном языке, но на планшетах культурологические и искусствоведческие комментарии, а также само содержание переведено на современный русский язык. Совсем скоро с оцифрованной версией сборника можно будет познакомиться в электронной библиотеке главного книгохранилища Коми. Перенести страницы в цифру удалось благодаря проекту «Связь времен и традиций. Открытая книга». На территории нашей республики хранится очень много книжных реликвий, книжных раритетов в частных собраниях, либо в таких фондах, которые мало раскрыты для широкого круга читателей, интересующихся людей. Нельзя скрывать наше национальное достояние, книжное достояние от наших же граждан. Поэтому вот основная такая миссия, идея была всесторонне открыть те книги, которые по каким-то причинам малодоступны. «Духовный цветник» из фамильной коллекции Павла Лимерова дал старт проекту. А следующая книга, с которой познакомятся жители и гости Коми – Елизаветинская Библия, хранящаяся в Кылтовском Крестовоздвиженском женском монастыре. И вот мы подошли к середине нашего выпуска. Продолжим сразу после короткого перерыва. Оставайтесь с нами. И снова мы в эфире. Всем привет, кто только подключился. Впереди 10 минут интересной, а главное полезной информации. Поехали! Жарко? Наденьте шапку. Для чего в бане головной убор? Больная тема. Влияние стресса на наше тело. Открывая республику. Новый выпуск проекта «Коми Инкогнито». Зима, пожалуй, лучшее время для походов в баню. Но где еще можно хорошенько погреться, попариться ароматным веничком? Да, друзья, одно удовольствие. Только вот одежду нужно подобрать соответствующую, хотя бы головной убор. Об этом сейчас и поговорим. В бане обязательным головным убором является шапка. Шапки могут быть и разные, которые продаются у нас в магазине, а есть специальные, которые используют банщики непосредственно, когда заходят в парную. Температура высокая, и для того, чтобы хорошо прогреть гостя и находиться постоянно с ним рядом в парной, необходимо защищать свою голову дополнительно. Поэтому вот такие вот шапки на овчине, они очень хорошо защищают банщика от перегрева головы. Бывает даже так, что одевают две шапки, если гость любит пожарче и подольше. Одевается вот такая шапка сюда на голову, делается, либо просто одеваем вторую шапку, либо можно дополнительно сюда, если зима, положить снег и одеть шапку. Снег будет тихонечко таять, создавая тем самым дополнительную прохладу для головы. И это приятно и хорошо. И банщик сможет долгое время находиться в парной. Также большое внимание я уделяю себе. Вот на мне рубаха, которую также я одеваю перед парением, для того, чтобы себя немножко защитить от перегрева.
Практически каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, которые могут вывести нас из равновесия, вызвать негативные эмоции. И все это потом большим снежным комом накатывается на нашу психику, вызывая стресс. Наверняка вы замечали, что и наше тело в режиме стресса начинает вести себя иначе. Вот как уменьшить негативное влияние на организм, когда эмоции зашкаливают? Об этом мы сегодня поговорим с психологом в студии 11 Диана Рочева. Диана, добрый день. Здравствуйте, Андрей. Давайте вот разграничим стресс. Как вообще стресс соприкасается с телом? Они взаимосвязаны или... Да, конечно, взаимосвязаны напрямую. То есть, когда тело наше находится в стрессе, у него есть, как правило, только 3 реакции. Это бей, беги и замри. Это да? я помню, да. Да. И то есть тело, оно максимально включается, мобилизует все системы организма, то есть все резервы, работает постоянно на максимуме. Да? И если, например, в таком состоянии жить один день, это нормально, да, и это за счет этого можно вырасти, то если так жить каждый день, то мы истощаемся, да, и начинаем болеть. То есть психосоматика, да, тут играет огромную роль. А вообще нужен ли стресс человеку? Да, да. То есть, как я уже сказала, в такой минимальной дозе он нас побуждает к росту, да, то есть небольшая доза стресса, какая-то проблема, да, мы через нее растем. Но если проблема очень большая, я не могу решить, я могу скатиться, да, до состояния маленького ребенка, с которого я, в принципе, не расту. Что делать, если стресс каждый день испытывает человек? Как бороться с этим состоянием и как выйти из этого состояния? Угу. Хорошо спросили про бороться, да, я очень люблю такой подход, что со стрессом не нужно бороться, со своими эмоциями не нужно бороться, их важно проживать, да, и как раз чувствовать себя лучше поможет нам проживание наших эмоций и техники заземления. Проживать эмоции — это когда вот я злюсь, и вот прям позлиться, да, я хочу там поплакать, я хочу пострадать, позволить себе это, да, но я за экологичное проявление эмоций и за то, чтобы позволить себе это делать в бережной для себя безопасной обстановке, да, то есть я не могу, например, начальнику что-то высказать, я не могу там, например, может быть, с партнером своим испортить отношения, да, можно для себя организовать такую безопасную обстановку, уединиться и выразить все, что в нас внутри есть, потому что если мы его не выражаем, оно копится. Копится, оседает, и уже, соответственно, вот это напряжение в теле создает наше каждодневное настроение, такой фоновый наш. А вот стресс и тело. Я знаю множество примеров, когда, например, человек испытывает стресс, и он начинает худеть. Наоборот, может быть, есть ситуации, когда человек начинает набирать вот вес. Как это взаимосвязано, вот именно стресс и тело? Мы очень индивидуальны, да, и кто-то в стрессовой ситуации, у него, например, глубинная установка исчезнуть, да, вот как вот эти реакции «бей, беги, замри», он в стрессовой ситуации начинает думать, что ему надо исчезнуть, и он начинает худеть, да, его тело начинает, неважно, сколько он ест, да, тело начинает включать все системы и органы так, чтобы он вот исчезал. Ну и про заземление, такое понятие. Что такое заземление и вообще хорошо ли это или плохо? Заземление — это буквально вспомнить то, что ты находишься в теле. Мы сейчас, многие люди, очень в голове, да, то есть мы, например, сидим, пьем кофе, мы в безопасности, а наш мозг придумывает 20-30 там вариантов того, что со мной может случиться и как плохо там может сложиться день и так далее, да. Заземление позволяет вспомнить, что ты сейчас вот здесь, да, ты сейчас пьешь кофе, ты сейчас в безопасности, с тобой все хорошо, ты жив. И самая моя любимая техника в этом плане — это прям представить, как из твоих ног растут корни деревьев, как из твоих стоп, да, прям корни вырастают, и либо можно даже просто глаза закрыть и представить, вот почувствовать свое тело, контур своего тела, ощутить себя вот здесь и сейчас. Ну, то есть заземление — это хорошо? Да. Диана, огромное спасибо, что пришли к нам в гости. Желаю вам удачи. Спасибо большое. Когда живешь в родном краю, порой даже не задумываешься, что может скрываться за названиями, казалось бы, знакомых мест. Именно об этом пойдет речь в новом выпуске программы «Коми Инкогнито». Съемочная группа проекта отправилась в один из самых молодых городов нашей республики – Емву. Первая остановка – яркий знак при въезде. Здесь название города и герб Книжпогосского района, на котором изображены византийская монета и княжеская шапка. Но какое отношение княжеские атрибуты имеют к республике и Книжпогосскому району? Вот уж действительно Коми Инкогнито.
Емва – небольшой город с населением чуть более 12 тысяч, стоит на берегу реки Вымь. До 1985-го поселок железнодорожный. Его развитие неразрывно связано с историей ГУЛАГа. Сейчас об этом времени напоминает несколько деревянных домов. В одном из них размещается музей. Были и заключенные, и ссыльные, которые внесли тоже свой вклад в освоение Коми-края, строили дороги, железную дорогу, автомобильные дороги. Сельское хозяйство привнесли некоторые нововведения. Допустим, в поселке Велёрдом были клубничные плантации, которые раньше не выращивали на севере клубнику. Они привезли, и там были большие плантации. А здесь работал центральный совхоз Севжилдорлага, который потом стал у нас совхозом в нашем городе. У них были и парники, и тепличное хозяйство. Вот эти поля, которые у нас вокруг города, разработали заключенные. Другой зал музея переносит нас в далекое Средневековье. Князья в Коми действительно были, и даже было свое княжество. Об этом можно узнать из вымско-вычегодской летописи. В 1451 году московский князь Василий послал сюда своих наместников для защиты земли, защиты от набегов. Князья так называемые вымские, которые происходили, вероятно, из рода подмосковных князей верейских. На Вымь приехал Ермолай с сыновьями Михаилом и Василием. Михаил чуть позже станет князем Великопермским и будет жить в Чердыне, а Василий и его потомки унаследуют титул князей Вымских. Подробнее об этой странице истории расскажет программа «Коми Инкогнито». Эфир сегодня в 20:00 на Юргане и завтра в 17:45 на ОТР. Друзья, спасибо, что провели это время вместе с нами. Уже завтра смотрите новый выпуск «Студии 11» на ваших телеэкранах. До встречи в эфире. Пока-пока.